Я расскажу вам одну правдивую историю, которая произошла в одном из советских исправительно-трудовых лагерей в Амурской области. Это было после Великой Отечественной войны в одном из советских исправительно-трудовых лагерей, куда, как и известно, массово попадали и участники боевых сражений за какие-то нелепые провинности, значимость которых была возведена следователями НКВД в ранг страшных преступлений против Родины. Вот в этом лагере, где-то в Амурской области, содержался и дедушка Натей Лобжанидзе Романос. Как-то раз, построив всех заключенных на плацу, руководство лагеря обвинило его в совершении какого-то проступка и приговорило к расстрелу, причем к показательному. Видимо, в воспитательных целях. Грузина Романоза вывели из строя, отвели чуть в сторону. Уже конвоиры взяли его под прицел, уже звучали слова приговора, как вдруг из строя вышли человек 30 чеченцев, стали рядом с грузином и сказали, что уверены в его невиновности, и если приговор не отменит, пусть заодно расстреливают и их всех. Руководство лагеря на такой шаг почему-то не решилось. Вот так, благодаря такому самоотверженному поступку неизвестных чеченцев, Романос Лобжанидзе остался живым. Он потом вернулся домой, долго жил, работал, у него появились дети, внуки. И он всегда всем рассказывал, как чеченцы спасли ему жизнь. В Национальном этнографическом музее под открытым небом имени этнографа академика Читая, куда нас привезли на экскурсию, вспоминает автор рассказа, со словами «Вы чеченцы, как я вас люблю». Нам навстречу радостно бросилась молодая симпатичная девушка. Мы, конечно, слегка оторопели от такого эмоционального приветствия, вернее, от непонимания, чем заслужили любовь этой юной грузинки, Натей Лобжанидзе, сотрудницы музея. Оказывается, и это просто удивительно, любовь к чеченскому народу передалась ей от ее дедушки Романоза, которого спасли чеченцы от расстрела. И Натя рассказала нам историю, которую в их семье знают и чтут, и старшие, и младшие. Я представил картину этого подвига, будто ставлю фильм. Вы только подумайте, что и как произошло. Подумайте о судьбе человека. И о самой госпоже судьбе. Этих чеченцев могли убить. Такое было время, когда человеческая жизнь не стоила и одной копейки. И для того, чтобы спасти человека, эти чеченцы готовы были пожертвовать своими жизнями. Не столь важно, что перед ними был грузин. Так бы они поступили, если перед ними стоял бы абхаз, черкес, карачаевец, осетин или дагестанец. Каждый народ великим или бесславным делает его дух. Этот рассказ не может быть скрыт от читательской аудитории по каким-либо причинам. Я уверен, что таких чудесных историй по всему Кавказу известно немало. Давайте почаще их рассказывать. Давайте акцентировать свое внимание на положительных примерах дружбы между народами. Я уверен, что только это спасет Кавказ и кавказские народы.